Жители многоэтажек на Шахтерской набережной каждый вечер засыпают с каким-то беспокойством. Медленно, но верно, дорога, единственное, что их отделяет от пропасти, фрагментами или целыми кусками уходит вниз к реке. Сдержать оползень с видом на шахту Воркутинскую пробовали разными способами, но обуздать природный процесс без применения затратных инженерных идей вряд ли получится. Да, я гуляю здесь, и все привыкли здесь гулять. Но ведь, знаете, пока, как говорится, гром не грянет, люди не волнуются. Ну, конечно, с этим надо что-то делать. С этим давно уже нужно что-то делать. Просто никому, видать, дела нету до этого. Так, конечно, оно постепенно, то это хороший дождь пройдет, оно еще сильнее осядет. Ведь оно ведь постепенно все, это и так оно и садится. То. Жутко, конечно, да. Просто я даже не знаю, как давно вообще это произошло. И не знаю, как это все быстро восстановится. А восстанавливать надо, вы считаете? Ну, конечно, да, дом, тут люди живут. В мае мэрия Воркуты, которая взялась за регулярный мониторинг ситуации, заявила, что оползень не представляет угрозы жителям домов и не оказывает влияния на их устойчивость. Все потому, что в основе их устойчивости скала, а с учетом их удаленности от склона негативный процесс не дойдет до фундамента близлежащей девятиэтажки. Страдает только дорожное полотно, поэтому в целях безопасности автовладельцев проезд здесь закрыли. К счастью, угрозы для жителей никакой нет на сегодняшний день. То есть береговая зона на уровне левой части, или правой части, смотря по какому движению. У нас там не проходят общественные маршруты движения. У нас после прошлогодней программы формирования комфортной городской среды к каждому дому есть проезд со стороны дворовой территории, то есть от Димитрова улицы. То есть там препятствий нет. И изменений в фундаментах, в состоянии опорных конструкций, основных конструкций многоквартирных домов нет. И мы имеем такой отчет от географической службы на сегодняшний день. То есть мы говорим сейчас только о береговой зоне и автомобильной дороге, на которой на сегодняшний день нельзя пользоваться. Помочь со средствами на восстановительные работы можно. Нюанс в том, что заявку в адрес Федерации можно направить лишь с готовой проектно-сметной документацией, а это уже на плечах администрации муниципалитета. И только если такое укрепление будет признано экономически нецелесообразным, можно прибегнуть к социальной выплате на строительство или приобретение жилья. Как в случае, например, с жителями Подтыбка. Там в разрушении берега играет роль не оползень, а река. Буквально точит берег, унося с собой тонны грунта, сокращая земельные наделы граждан, а вместе с тем и их постройки. Как начало сыпаться, так вот так. Бух-бух-бух-бух-бух. Я хотел что-то сделать, потом сердце схватило. Так на лодке сел и сердил. Приходили 12 метров, что ли, до дома. Меряли. Еще, говорит, 2 года можешь жить. Когда уже подойдет она, не успеешь из дома выскочить с таким водоворотом. Чтобы рассчитывать на субсидию, жители могут обратиться в Минприроды Коми, получить акт о проживании в месте разрушения берега, а затем через местную администрацию получить деньги. В республике действует постановление Республики Коми номер 32 о такой возможности, как получение социальных выплат, либо на строительство, либо на приобретение жилья. Переселение, наверное, да? Нет, просто приобретение жилья. Как это все организовывается? Вам необходимо обратиться в адрес Минприроды Республики Коми с заявлением на получение акта, подтверждающий, что жилое помещение находится как раз в зоне разрушения берегов. Сегодня в Коми зафиксировано более 400 таких участков. Однако возможностью получить поддержку пока воспользовались лишь 65. Возможно, такая пассивность связана с нежеланием самих граждан покидать родные дома, даже несмотря на опасность. Ведь такое переселение возможно только в пределах своего района. Да и размеры выплат зависят от нескольких факторов. Первое – это количество граждан, проживающих в жилом помещении. Если это 1 человек, это 33 квадрата на 1 человека, 2 человека – это 42 квадратных метров, 3 и более человек – это 18 квадратов на человека. А далее, потом также берется, то есть умножаем количество человек на 18 и умножаем на стоимость квадратного метра в том муниципальном районе или образовании, где состоит гражданин на учете.
Можно, конечно, укрепить берег, но процедура эта местному бюджету порой непосильна. Потому зачастую и используется переселение. Ежегодно региональный бюджет выделяет помощь по этой программе. Подать заявление и встать на учет. Все, что требуется для этого. Виктория Денисова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.